Владимир Уйба и Александр Цыбульский договорились восстановить авиаперелеты между Республикой Коми и Архангельской областью. Рабочая встреча двух руководителей регионов прошла накануне в Сыктывкаре. Глава республики отметил, что Коми и Архангельскую область издавна объединяют деловые и дружественные связи. И их нужно укреплять, особенно сейчас, когда внешняя геополитическая ситуация диктует новые вызовы. Я посмотрел, еще в 30-м году, например, первый самолет полетел, в 1930-м, а сегодня самолетов нет. То есть мы не летаем между субъектами, это, в общем... Что, конечно, недоработано. Совершенно точно. Поэтому у меня просьба, давайте сейчас, это, в общем, время такое важное, и людям помочь, и бизнесу помочь. Отработаем на площадке двух правительств рейс на регулярной основе, посмотрим, какой там самолет. Но это очень, мне кажется, важно, чтобы у нас все-таки восстановилось воздушное сообщение. Сейчас порт еще очень важный ваш, потому что грузы, в общем, особенно лес, а это порядка 300 тысяч тонн. У вас порт там на 5 миллионов, по крайней мере, у меня такая информация про пропуск, поэтому 300 тысяч – это, в общем, такая достаточно хороший вклад, и он как раз у нас сейчас по логистике завис. Как отметил Владимир Уйба, сейчас перед нашей республикой стоит вопрос по логистике, и его необходимо решить. Бизнес этого ждет. Александр Цыбульский заявил, что абсолютно поддерживает и восстановление авиаперелетов, и транспортировку грузов через порты Архангельской области. Я думаю, что нам с вами, как соседям, конечно, сообщение нужно. Тем более, у меня есть хороший опыт. Мы в свое время налаживали такое регулярное авиасообщение между Нарьян-Маром и Сыктывкаром. Я сейчас смотрю, самолет стоит, видимо, Руслан продолжает этот рейс. И я понял, что он пользовался очень большим спросом. Поэтому связать, я думаю, две наших столицы было бы крайне важно. Что касается порта, действительно, мы в этом году, в том году, по итогам 2021 года, почти 6 миллионов тонн перевалили по совокупности через Архангельский большой порт. Понятно, что те события, которые сегодня происходят, те, в общем, абсолютно беспрецедентные и не имеющие никакого здравого смысла и правовой основы санкции, которые в отношении нас применяются, они, конечно, открывают совершенно новые возможности для северных портов. С учетом тех ограничений, которые появляются на Балтике, мы сегодня существенным образом прогнозируем увеличение грузооборота через наши порты. Есть проекты сегодня и уже по строительству новой портовой инфраструктуры, поэтому я думаю, что здесь, конечно, вот такое перенаправление грузовых потоков на наши порты могло бы иметь очень хорошую перспективу для экономики, потому что и с точки зрения короткого плеча и тарифы будут совершенно другая тарифная нагрузка на бизнес. И я думаю, что здесь мы бы тоже со своей стороны могли, так сказать, дружественным регионам предоставлять максимально удобные условия. Губернатор Архангельской области отметил, что из-за ограничений, которые появляются на Балтике, архангельские порты прогнозируют существенное увеличение грузооборота. В регионе есть проекты по расширению портовой инфраструктуры. К тому же порты региона традиционно специализировались на перевалке продуктов лесопереработки. Есть компетенции и необходимые сервисы. Что касается авиаперелетов, по словам Александра Цыбульского, годовой пассажиропоток в Архангельском аэропорте впервые за всю историю превысил 1 миллион человек. Здесь появились новые рейсы в Минеральные воды, Краснодар, Сочи, Крым. И возобновление авиасообщения между Архангельской областью и Коми станет крайне важным для обоих регионов. Владимир Уйба и Александр Цыбульский договорились о создании межправительственной рабочей группы. Она займется проработкой вопроса по восстановлению авиасообщения и поиском взаимовыгодных для сотрудничества направлений.